С древних времен Церковь несла ответственность за образование нового поколения. Ведь и само это понятие образования пришло в мир благодаря христианам, которые знают тот самый единственный высший образ, данный этому миру – образ Иисуса Христа. В России, в городе Казань, столице Республики Татарстан, уже более 20 лет существует христианская общеобразовательная школа. Само ее появление и существование на протяжении этих лет является чудом, а началось все с мечты. Год 1994. Наиля Агалиуллина, которой предстояло возглавить христианскую общеобразовательную школу, имела большой педагогический опыт и до этого проекта. Но идея создать принципиально новое, иное, христианское по своей сути образование любому профессионалу тогда могло казаться безумием. Перед глазами не было никакого опыта. Время в стране было экономически и политически нестабильное. Да и для чиновников от образования тот факт, что этническая татарка у мусульманской республики собирается возглавить христианскую школу, было нонсенсом. «Назначьте директором кого угодно», заявил тогда один из руководителей департамента. «Только не с татарской фамилией». Тем не менее, и Наиля Джанбековна, и все, кто стояли тогда у истоков христианской школы, свидетельствуют, что в их сердцах была сверхъестественная убежденность, что все получится, что Божья воля в том, чтобы эта школа появилась, а значит, этому проекту быть. И вот, вопреки обстоятельствам, вопреки опыту и естественному ходу событий, благодаря многим молитвам и множеству чудес, удалось зарегистрировать первую в республике христианскую школу и получить от государства лицензию на ведение образовательной деятельности. Школа приняла первых 17 учеников начальной школы. Год 1995. Второй год существования. Небольшая тогда группа единомышленников из учителей, родителей и учащихся начала в очень трудных условиях. Самой большой проблемой оказалось отсутствие нормального здания для занятий. Нам чудом удалось найти заброшенный детский сад, вспоминают педагоги. Без крыши, без коммуникаций, электричества, воды. Но мы постоянно видели Божьи чудеса. В сентябре и октябре, пока мы вынуждены были ютиться в полуразрушенном здании, не было ни одного дождя. Из детей, которым приходилось учиться в пальто и варежках, ни один не заболел. Год 1998. К этому моменту школа прошла довольно большой путь. Администрация города выделила небольшое здание в центре, которое было своими силами отреставрировано. Число учеников выросло до 50. Стало ясно, что школе нужно расширяться. В том же году было начато строительство большого пристроя на 1500 квадратных метров. Нужда в помещениях была такой, что зачастую занятия приходилось проводить в строящемся здании, а классы комплектовать списанной и выброшенной из других школ мебелью. Год 2001. Школа прошла государственную аккредитацию и стала выдавать ребятам, окончившим 9 класс, аттестаты о получении неполного среднего образования. А уже через 3 года еще одна аккредитация и возможность выдавать документы о полном среднем образовании. Год 2005. Строительство нового большого пристроя закончено. Школа смогла принимать до 120 учеников с 1 по 11 класс. На сегодняшний день в школе было 15 выпусков. Все эти ребята не только продолжили свое образование в высших учебных заведениях, обрели свое призвание, состоялись в жизни. Но что гораздо важнее,
многие из них участвуют в жизни церкви, служат Царству Божьему в различных служениях. Начатое более 20 лет назад Божье дело продолжает развиваться. Если вы хотите стать частью этого проекта, мы будем благодарны за любую помощь.